В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. С 27 ноября по 6 декабря 2024 года в республике проводится неделя «Стоп ВИЧ-СПИД», приуроченная к 1 декабря Всемирному дню борьбы со СПИД. В рамках недели на территории республики пройдут масштабные профилактические мероприятия. Какая ситуация складывается в нашей республике по заболеваемости и распространению ВИЧ и СПИД, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Александра Золотарева, главный врач Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Центра СПИД. Александра Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что такое ВИЧ и СПИД? Это же не одно и то же. Это одно и то же. Это одно и то же. ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. И она медленно прогрессирует и приводит к снижению иммунного статуса и с развитием СПИДа, синдрома приобретенного иммунодефицита. То есть при ВИЧ-инфекции развитие ВИЧ-инфекции она разделяется на несколько стадий течения заболевания. И как раз СПИД, он является крайней степенью заболевания ВИЧ-инфекции. Это вот первая стадия, это вот инкубационный период. Он бывает разный в зависимости от первичного иммунного статуса человека, в который внедрился эта инфекция, ВИЧ-инфекция. Оно обычно проходит в течение 3-4 недель, до 3 месяцев, полгода и до года может протекать. Потом вторая стадия, это вот имеется субклиническая стадия, да. Третья стадия – это первичные проявления. И четвертая стадия уже здесь развивается вся клиника ВИЧ-инфекции и проявляются вторичные заболевания ВИЧ-инфекции, которые посредственно характеризуют и показывают, насколько поражена иммунная система данного человека, пораженного ВИЧ-инфекцией. И клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции это оппортунистические заболевания, злокачественное новообразование, это аутоиммунные или дистрофические изменения организма. И при ненадлежащем лечении, несвоевременном лечении это приводит к гибели инфицированного человека. Какой путь распространения ВИЧ-инфекции преобладает у нас в Якутии? Вообще, при распространении этой инфекции, да, два пути передачи инфекции – это естественный путь и искусственный путь. Да. Что такое естественный путь? Это половой путь передача инфекции от матери к ребенку. И если посмотреть по распространению и по передаче, да, наиболее актуальный путь передачи это на сегодняшний день и по Российской Федерации, и по нашей республике это половой путь передачи. Это где-то по Российской Федерации это 89% примерно, а по нашей республике 90 и выше процентов передачи этой инфекции. И второй путь – это вот от матери к ребенку. Да? Для того, чтобы не передать инфекцию от матери к ребенку, мы проводим трехэтапную химиопрофилактику. То есть в любой период срока беременной женщины, да, эта инфекция может передаться сперва к плоду, соответственно, в родах может. И поэтому мы профилактируем во время беременности, в родах, и когда ребенок рождается, они получают химиопрофилактику, чтобы ребенок новорожденный не заболел этой инфекцией. И искусственный путь, так называемый, да, это парентеральный путь введения, это парентеральные наркотики при использовании одним шприцом или одной посудой, скажем так, да, или это медицинская в части, парамедицинская, это вот те же салоны, да, которые вот очень активно сейчас работают, да, салоны, это татуажные салоны, так называемые, возможно, и маникюрные салоны, да, но здесь нужно заметить, да, что
вирус иммунодефицита человека, он в окружающей среде совершенно неустойчив. То есть риск передачи, конечно, при соблюдении всех норм, да, асептики, антисептики, риск передачи в условиях проведения медицинских услуг, он намного ниже, чем при половом пути. Да? Вот. И при половом пути передачи это зависит от количества половых партнеров, конечно. И еще зависит от того, что имеются ли какие-то воспалительные, диспластические заболевания половых органов. Вот. Ну, ряд факторов, которые приводят к инфицированию данным вирусом. Кто же находится в основной группе риска? Если ранее мы говорили, что есть определенная, да, когорта или слой населения, да, который подвержен именно этому заболеванию, то сейчас об этом говорить уже как бы это не актуально, потому что ВИЧ-инфекция, она вошла в нашу общую популяцию. Да? И, конечно, все зависит от самого человека, да, от образа жизни и от имеются ли у него какие-то рисковые поведения, так называемые, жизни. Все зависит от этого. В нашей республике в каких районах зафиксировано больше всего ВИЧ-инфицированных? Ну, на заре пандемии ВИЧ-инфекции это были наши крупные промышленные районы, это были Нерюнгри, Алдан, Ленск, Мирный, город Якутск, сейчас Аймекон. Но если посмотреть по распространенности ВИЧ-инфекции по нашей республике, это из 36 административных территорий на сегодняшний день зафиксированы случаи инфицирования 34 административных территорий нашей республики. То есть распространенность высокая. Сколько больных регистрируется в год и сколько состоит на учете в диспансере спеццентра? Ну, ежегодно, да, если взять кумулятивно, да, с начала регистрации первого случая, да, ВИЧ-инфекции нашей республики, это 93-й год, да, 93-й год, то это более 3000 человек, да. На сегодняшний день на диспансерном учете в нашем центре состоят 1200 человек, которые получают специфическую терапию и так далее. Как антиретровирусная терапия изменилась за последние годы? Медицина не стоит на месте, да, если это сейчас антиретровирусная терапия, это комплексная терапия, которая направлена на подавление размножения вируса в человеке. И сейчас нашими препаратами мы достигаем таких результатов, что человек, принимающий антиретровирусную терапию, то есть приверженный к терапии, который постоянно без пропуска принимает лекарства, мы достигаем того, что вирусная нагрузка, нулевую вирусную нагрузку достигаем. То есть этот человек вообще, если по части эпидемиологии, он не может передать эту инфекцию другому человеку. То есть приемом наших препаратов на сегодняшний день человек может жить долго, качество жизни не страдает, да. Сейчас, если ранее принимали по 6-7 таблеток, да, скажем так, то сейчас мы переходим вообще на таблеточный прием, то есть это комбинированные таблетки, да. Вот, поэтому, ну, развиваемся, соответственно, не стоим на месте и пытаемся улучшить, да, качество жизни именно наших пациентов. То есть получается, что если человек пьет таблетки, он перестает быть заразным? Да, вот именно. Поэтому я бы хотела, да, пользуясь случаем того, что если таковое случается с человеком, и человек инфицирован, да, он должен по результатам анализа к нам подойти, если это где-то в другом месте диагностировано, да, эта инфекция, к нам подойти, мы окажем
не только лечебную помощь, да, мы оказываем и психологическую, и социальную реабилитацию нашим пациентам. Мы их сопровождаем по всем вопросам, которые, и юридическую помощь оказываем по всем вопросам, которые он сталкивается, имея такой диагноз. Да. И, конечно, очень печально, да, что в нашем обществе, да, имея и зная, да, скажем так, информацию, пути передачи этой инфекции, да, имеется дискриминация и стигматизация по отношению к нашим пациентам. Они в обществе совершенно, скажем так, не имеют... Безопасно. Да, они безопасны, да, они полностью безопасны, и к ним какое-то вот отношение нетерпимости, какое-то пренебрежительное отношение, которое сейчас, это очень огорчает, и мы призываем общество, что бывают разные причины, да, инфицирования, и человек ВИЧ-инфицированный, это сейчас не приговор, это, скажем так, образ жизни. И на сегодняшний день наш пациент, наш долгожитель, да, который привержен к терапии, ему сейчас 96 лет. Вот. Поэтому это показатель хороший. Это показатель хороший, и хороший того, что пример, что нужно лечиться, начать лечиться вовремя, чтобы Нужно, не допускать. Можно и возможно. Да, это возможно и доступно. Угу. Какие меры профилактики ВИЧ-инфекции принимаются у нас в Якутии? В нас в 2020 году постановлением правительства нашей республики, Министерством здравоохранения нашей республики принята большая региональная программа по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в нашей республике. Цели этой программы – это информированность, достигнуть большого охвата информированности населения, именно правильной информации о ВИЧ-инфекции на сегодняшний день, увеличить охват скрининговым обследованием населения республики. Мы на сегодня достигли 32% от всего населения нашей республики охватили скрининговым обследованием в 2023 году. В этом году мы должны достигнуть 33% и по нарастающей до 2030 года. И должны снизить количество ВИЧ-инфицированных путем информирования, путем донесения о мерах профилактики, как человек, если знающий об этой инфекции, он будет себя предохранять, соответственно, и себя, и своих окружающих. Да? Вот. Также мы должны достигнуть продолжительность жизни, да, по уровню не ниже среднего по населению республики. Александра Григорьевна, спасибо, что уделили время и рассказали, поделились с нами такой полезной информацией. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.